Истинную радость поймет, кто день и ночь этим занимался, кто прошел огни и воды этого всего, истинно понимает ценность этих решений, ценность этих документов. Sağ Cemaat, erişim parametre to'xtamiz. Tekan sabrın tubi sarı altın. Sanchak bu Sivat degan teşkilatın bir başlığı. O buna Reşat Efendimiz, o Reşat Efendi'ye bir söz verik. Her vaqt chetda bir yuvash bir adam, yaxshi bir adam, terbiyali adam. Bek bizlerge o'xshamay, bizlar chapa chiqamiz, aytamiz, Sanchikoga so'z bering. Selamun aleyküm saygılı vatandaşlar. Saygılı tırışkan halkımızın azaytayım. O'g'ga tutgan adamlar. Birinci aytmasıyım, sağ olun istediğiniz için. İkinciden aytayım, bu kuvvanç kunu neden geldi? Her bir şey Allah'tandır. Onun için bir söz aytmak isteyeyim bu hakkında. Хвала Аллаху, который устроил этот день, который привел к тому, что мы сегодня можем здесь собраться и порадоваться вместе с теми, которые первопроходцы по получению решений. Иншаллах, это ждет всех нас. Сегодняшняя власть держит слово, мы рады этому и видим это. И их обещанное то, что все получат землю. Два слова хочу сказать о том, от кого зависит получение любых благ. Это зависит от Аллаха. И хвала Аллаху, который привел к этому дню, что мы сегодня радуемся с этими первопроходцами. Но хочу, джамаат, нам сказать, чтобы дальше шли наши дела лучше, чтобы Аллах помогал нам, а Аллах, субхану ва тааля, Господь земель и земли, небес и земли, помогает тем, которые к Нему стремятся. И к этому я хотел просто один хадис привести, чтобы нам всем напомнить о том, кто над этим всем стоит. Хадис приводится от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк говорит: идет человек, весь взлокоченный в пыли, попутник имеется в виду, то есть идет путник, весь взлокоченный в пыли, и он взывает к Аллаху и просит Аллаха о помощи. Но как Аллах ответит ему, когда он одет в запретное, когда он ест запретное и когда он делает запретное? К чему я это хочу сказать? Джамаат, нам надо воздержаться от того, что запретил Аллах, и стремиться к тому, что приказал Аллах, чтобы Аллах устроил наши дела дальше. И получение участка — это еще не предел. Еще надо построиться, и еще надо достойно жить на своей земле, быть достойно представленными на своей земле, не быть униженными на своей земле, быть гордым народом. А для этого мы без помощи Аллаха никак не обойдемся. Поэтому мой призыв, мой насихат, джамаат, ко всем нам, прежде всего к самому себе, чтобы мы больше поминали Аллаха, просили Его о помощи, воздержались от того, что Он запретил, и стремились к тому, что Он приказал. И да поможет нам всем Аллах. Аминь. Салам, джамаат. Приехал, башка замерзла, стоит всего.